Можапсыбиков, буддист-паломник у святынь Тибета. Глава книги 10. Устройство и управление главнейших монастырей в окрестностях Лхасы. Часть 45. Всякий монах должен причислиться к какой-нибудь земляческой общине, именуемой камсан. Большие камсаны имеют еще подразделения на мицаны, еще более тесные родовые общины. Причислиться к тому или другому дацану, камсану и мицану для уйских тибетцев безразлично, но монахи других провинций должны причисляться к своим земляческим общинам. Например, относительно монголов существуют следующие строго соблюдаемые правила. Халхасцы, в том числе и наши забайкальские буряты и южные монголы, должны причисляться к монастырям Сера и Брайбуну, сообразно с установившимися прежде обычаем причисления своих однохошунцев. Исключение делается лишь для подданных Ургинского хутукты, для шавинер, то есть для учеников, которые могут избрать монастырь по своему усмотрению. Точно так же Галдан из чувства уважения к основателю его оставлен доступным для всякого. Поступив в этот или другой монастырь, монголы должны непременно причислиться в Брайбуне к Гаманскому дацану, а в Сера к дацану Джеба и в Галдане к Жанце. Затем в этих дацанах халхасы должны причислиться к Камсану Самло, а остальные монголы к Хамдон. Всех последних халхасы составляют отдельный мицан, халхасский, а остальные монголы составляют три мицана: Торгауты, торгаутский, остальные алеты, цахасский и южные монголы, джурчит, то есть маньчжурские. Общее наблюдение за деятельностью администрации, а также решение важных дел в каждой общине, от общемонастырской до мицанов включительно, находится в руках соответствующих советов. Так, общемонастырский совет, называемый Ладжи, составляется из всех хамбо Цакченского Дэбы в Брайбуне, правителя Брайбунского дворца Галдан-Пабран, старшин Камценгерган, Камцанов, Самло и Хамдон и другое. Заседание происходит под председательством старейшего по времени службы хамбо. Должно заметить, что отставные хамбо Сурба, участвуют в заседаниях на равных правах с настоящими, садясь даже выше их. Заседание старшин дацана происходит под председательством хамба или правителя его дворца, именуемого Лабран-Чандзат, а заседание совета камцанов и мицанов под председательством старшего из членов. Относительно материальной обеспеченности общин должно сказать, что в этом отношении между ними существует полное неравенство. В силу сложившихся исторических обстоятельств одни общины владеют значительными земельными участками, гуртами скота и денежными капиталами, приносящими доходы, тогда как другие ничего подобного не имеют и существуют почти номинально. Общественная жизнь монастыря начинается утром после полного рассвета призывом на общую молитву в Сокченском дугане. Призыв этот производится с крыши дугана в Галдане ударами в большой барабан, в Брайбуне протяжным криком мальчика «Цеп! Пожалуйте!» и в Сера таким же криком взрослого. Впрочем, еще раньше этого один из лам читает на крыше трижды молитву к Санхави, известную под названием Мыкзема – «Верх стремления». Собравшиеся ламы в ожидании открытия дверей также громко читают эту молитву. Двери же открывают с прибытием двух шамо и сокченского умзада, соборного канонарха, который ведет
весь порядок службы и начинать чтение каждой молитвы. На эту утреннюю молитву обыкновенно собирается очень мало монахов. Идут туда преимущественно только бедные, коих привлекает чай, ежедневно даваемый во время этой молитвы. Ежегодно в Сакчене происходит собрание для чтения покаянных молитв в течение 45 дней с 16 числа последнего летнего месяца. Собрания эти называются ярней или хайлан, санскритское пратимокша, и в них могут участвовать только имеющие обеты Гелонга и Гацула. Ввиду строгих требований этих собраний от них уклоняются очень многие, хотя участие обещает прощение почти всех грехов. Так, например, в 1901 году в Ярнее Брайбунского Цакчена участвовало около 500 монахов, то есть 1/16 или 1/17 часть всего духовенства. Кроме этих обычных собраний, бывают еще экстренные, происходящие по особому заказу благочестивых людей. Такие собрания обыкновенно происходят тотчас за первым обычным утренним собранием. После ежедневного утреннего собрания цакченские шамо выходят на крыльцо дугана и производят суд и расправу над всеми провинившимися против монастырской дисциплины. Допросы производятся с пытками посредством розок и привязывания к столбу в карцере. Признанные виновными наказываются, смотря по степени проступков, розгами, денежными штрафами, удалением из монастыря или изгнанием. При последних двух наказаниях имущество чаще всего конфискуется, равно как конфискуется оно при приговоре к смертной казни. Но должно заметить, что к смертной казни официально не приговаривают, а казнят ударами розок потолще, как бы во время допросов или во время приведения в исполнение приговора к известному количеству ударов. Остальную часть дня монахи должны посвящать занятиям по избранным ими факультетам или дацанам. Учение в них происходит в общем в течение полугода, по 1,5 месяца в каждом времени года. Учебное время называется чайтак, а перерывы – чайнцам. На богословских факультетах, кое составляют большинство в Сен-Брага-Суме, занятия бывают в учебное время ежедневно по 4 раза. Первое – это утром, после Сакченского собрания Шога-Чайра. Затем с небольшими промежутками идут даджа, факультетский чай. Третье – Гунсык-Чайра, полуденные учения. И четвертое – Гурим-Чайра. Все эти собрания происходят в особом дворе, обсаженном деревьями, за исключением лишь даджа, происходящего в дугане своего дацана, где монахам подается ежедневно чай. Во время этого же даджа происходит угощение обедом, если появится милостынедатель, добровольный или обязательный. В неучебное время монахи 4 младших курсов должны вечером выходить на двор и читать вслух заучиваемые тексты. Богословие называется по-тибетски цаннит, что в переводе значит «истинные свойства». Изучающий цаннит, монах, должен выбрать себе частным образом учителя, по-тибетски чайгарген, который на дому объясняет изучаемый отдел. На собраниях же большая часть времени посвящается чтению установленных молитв, после коих происходят практические диспуты. Способ изучать богословие посредством диспутов перешел в Тибет из Индии. До времени Санхавы диспуты практиковались только для получения ученых степеней или разрешения споров между людьми
с разными взглядами. Последователи Дзанхавы применили эти диспуты для практики учения богословия в дацанах. Во всех дацанах в основу изучения высшей догматики кладутся 5 книг, называемых дзаба, и являющихся переводами санскритского. Они суть: первое – Намдел, санскритское Праманавартика, учение о логике. Далее Парчин, санскритская Парамита, нравственная философия. Третье – Ума, санскритская Мадьямика, диалектическая система Нагарджуны. Четвертое – Дзот, санскритская Абидарма, метафизика. И пятое – Дулба, санскритская Виней, правила монашеской жизни. Эти 5 оснований, изложенные в большинстве случаев в стихотворной форме для облегчения заучивания наизусть, дают все главные положения буддийского учения. Вследствие того, что по своей краткости эти дзаба недоступны для понимания учащихся, не говоря уже о том, что некоторые положения могут быть толкуемы различно, ученейшие ламы-философы делали более или менее обширные толкования на все дзаба или на часть их. Такие толкования называются икча. Самым последним и самым популярным толкователем всех дзаба является не раз упомянутый выше первый перерожденец лаборанского Джамьян Шатбы Агван Зондуй. Все 7 цаницких дацанов Сенбрагесума изучают догматику по различным икча, хотя авторами икча Брайбунского Лассалина и галданского Шардзе является одно лицо – Соднамдакца, но, как говорят при составлении икча, для Шардзе Соднамдакпа отрекся от многих прежних своих взглядов. Вследствие того, что после составления толкований для Лассалина, где он резко высказывался против мнения своего учителя сыратского Джебджунбы, у него заболели глаза, и тайноведы объяснили причину болезни этого его резкостью против учителя. Все факультетское учение делится на 13 годовых курсов. Дзиньда, каждый с особым названием. Вот они. Для Намдела первое – Хадак, второе – Джунбрай, третье – Шидув и четвертое – Юлджан. Для Парчина пятое – Дондунджу, седьмое – Чунсаргон, восьмое – Габданбо и девятое – Парчин или Парчин-Донмо, что значит в переводе «парчинское празднество», так как окончившие этот курс устраивают общие обеды обыкновенно весною в поле вне монастыря. Это празднество сопровождается чтением молитв и диспутами. Для Умы 10-й Ума Сарба и 11-й Ума Нинба, для Дзода Дзод Сарба и 13-й Дзод Нинба. Дулбу или Винаю могут изучать лишь имеющие обеты Гицула и Гелонга, причем первые изучают лишь часть, относящуюся к их обету. После окончания этих 13 курсов монах причисляется к так называемым гарамба, то есть окончившим курс учения. Но если он желает получить ученую степень, то не должен оставлять свои посещения учебных занятий, а должен повторять пройденные и участвовать в диспутах с младшими. Конец 45-й части.